государствам последовать примеру Украины, признать, то есть геноцид и оккупацию нашей страны. И Закаев отказывается от фундаментальной основы нашего государства о выборе народа, о съезде, о общенациональном съезде чеченского народа от 25 ноября 1990 года. И получается такая какая-то странная юридическая коллизия. Украина признает нас на основании выбора нашего народа, а Закаев переключается на 97 год и говорит о том, что вот основной документ — это то, что Ельцин подписал с Масхадовым договор о мире и принципах взаимоотношений, которые он сам нарушил. Фактически подставляет Украину, и получается, что Украина вмешивается в внутренние дела. То есть премьер-министр, который себя таким называет, фактически говорит, что мы часть России, а Украина говорит, что Чеченская Республика оккупирована и над нами совершен геноцид. Как вы к этому относитесь, Аян? И как быть в этой ситуации, чтобы и украинцы не потеряли лицо, и как бы вот этих самозванцев как-то Да, да, урезать, ты прав. изнурить? Начиная, скажем, 2001 года, да, мы это часто, я повторяю это, в 2002 году, потом снова в 2002 году в конце, это Швейцария, Лихтенштейне, потом Копенгагене. Там эти люди, тех, которых ты называешь, принимали решение, которое противоречило воле чеченского народа. То есть они говорили, что наша страна является частью России. Это было бы достаточно. Допустим, для нас это достаточно. Но дело в том, что в современном международном праве и другие вот западные страны, и скажем, ну, все западные и другие страны считают, что Чечения, территория Чечни является частью России. Они после того, как нарушены все права, которые, значит, являются фундаментальным в международном праве, и в соответствии с этим мы создали свое государство, нас они считают частью России. Понимаете? Понимаешь? И раз они считают нас частью России, нам вот с этим надо бороться, с этим мы должны объединиться здесь на Западе и показывать, что ситуация именно вот такая, что вот там написано, а наши права нарушаются, и должно быть это, значит, преодолено. Для этого нам надо на Западе и во всем мире работать. А вот эти вот люди, которых ты сейчас говоришь, он и другие, и разного рода, значит, люди, которые здесь на Западе, и некоторые блогеры, и некоторые, значит, деятели себя изображающие, которые натворили вот эти дела, были участниками вот этих всех событий, начиная с 2001 года и по последние 2017 и далее, значит, лет, так, они занимались этими делами, и теперь в какой-то момент, вот когда вот были вот эти вот коммунисты, помнишь, еще в Советский Союз, они перекрасились и сказали, что мы демократы. Одели Да. пиджаки красные, там, желтые, синие, они демократы. Так и эти. Раньше они были, как ты говоришь, против. Они были против того, что помощь Украине даже оказывали, когда туда Исаам Унаев со своей бригадой организовал. Они были, выступали прямо против. Потом они перекрасились, они там, где им удобно, туда и говорят, и это в пользу, как бы, значит, себе они это делают. А Западу, западным странам, нашим вопросам просто отворачиваются практически. Отворачиваются, не хотят смотреть. Ну, в целом это принято как бы, а нам нужно здесь, на Западе, с этим бороться. Мы должны здесь показать, что это не так, что это было незаконно. Против нас вот это вот все применение. А если против нас это применено, и сегодня, значит, они позволят это еще Украине сделать, то это значит, все, это, как говорится, барьер переходит, они дальше будут этим заниматься. И это возможно, любая страна потом большая скажет, а вы вот там делали это, скажет. Так что в этом плане действия этих самозванцев, это очевидно, что они этим занимаются. Есть документы, которые они сами принимали. Они об этом молчат, ничего не говорят. А им говорить-то нечего. Они не могут ничего сказать в оправдании свое. Они язык откроют, и тут же они на вопрос, который